любовью относится к человеку. И Христово воскрешение – это не просто пропанова быть удельниками воскрешения в таком sensie, что життя человека буде довжейшим. Як не нужно було у випадку Лазаря. Возвращенно помер, только позднее. И тому подея Пасхи, подея Христового воскрешения – это не обещание здравить життя довжейшим, або здравить життя здоровейшим. Это не обещание того, что уже тот, кто має диабет, то цукор будет в норме, и там все будет очень нормально. Мне точно на Божью допомогу выстать для этих таких врачами. Как летних, как довжей, как здоровей, ну, как больше. И справді Христове воскрешення, воно пропонує не ту стабільність, але це інша стабільність. Це пропонує Бога, людське життя було повніше, більше справді. І це значить, що в такому людському житті вже не було ні хвороб, а не було страху, не було тривоги. Человек решил рейк. Как человек ценил то, что он является ситуационным Богом. Он является тем, который повинен завжди быть Богом. У гэтым помня життя человека. У гэтым здоровье человека. У гэтым людское життя сапраўднае. Потому что людское життя безмежное не стало 2000 годов назад. Человек одразу был створен, как жить вечно. Человек одразу был створен, как не сустрется со смертью. Человек одразу был створен, как завжди быть с Богом. И та речаїсна, що ми живемо сьогодні, і називається для нас якраз обмежування. Ми неким чином отделены от вечности. А Христовое воскрешение нам говорит про то, что в эту вечность мы можем вернуть, мы не можем досягнуть. Христовое воскрешение говорит нам про то, что не подманы, які є в світі, і не правди, не статистики, які, быть может, не зовсім правдиві. Правда, безумовно, з'являється нечим коштовним, нечим високим. Але орієнтиром у житті не з'являється правда, з'являється любов. І у гэтым пропонова Бога, які згадуються комерції, і у вас просто там. Вызови нашу веру. Веру в Бога, слава Тебе, неба и земли, пусть всего важного и неважного, Его родина попана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, за Иса наружного, вера души мiraка, Бога от Бога, светлого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нарожденного и створенного, а не наступленного Отцу, разве от Бога все осталось, и Он для нас людей, и для нашего избавления, сошел с неба, и уселся оттуда шелоком, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный Оксаной, при Понским Пилате, был замучен и голова, и на кресте день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, вся жизнь продолжается, и снова придет в паре, судить живых и померу, и около не будет конца. Веру Духа Святого, Анна и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв про старого. Веру в один святых католический апостольский престол, вызнаю один рост, для отпущения грехов, и шагаю воскрешение момента, и життя вечного в будущем свете. Да Бог, який воскресил своего Сына, який нас до нового життя, унесет супольные молитвы и
Молимся за святый Костел, как верно спрятно обновлял свою веру в правду воскресения. Тебе просим. Благослови нас, Пане. Молимся за христиан, как полепшение добробыту не изробило их объятными до голоса Христового Евангелия. Тебе просим. Благослови нас, Пане. Молимся за тех, кто повинен сегодня працевать, как так само и они спознали радость и спокойствие Господа Христа. Тебе просим. Благослови нас, Пане. Молимся за всех окрещенных и за тех, кто рвется за принятие Господу в эти дни, как их духовная перемена принесла добрую пленку их жизни. Тебе просим. Благослови нас, Пане. Молимся, чтобы все христиане зразумели вартость частого принятия святой коммунии. Тебе просим. Благослови нас, Пане. Помолимся за Солодку Марию, яка знаходиться у шпиталі, і за Зінкевич Ірину, просячи Пан Бог, а дарує здоров'я і всі потрібні ласками. Тебе просим. Благослови нас, Пане. Молимся за померного Феликса, просячи Пан Бог, дарував йому грехи і прийняв до своєго володарства. Тебе просим. Благослови нас, Пане. Молимся за нас, собранных к алтарю Пана, как удел таинницы смерти и воскресения Пана Иисуса, наполним наше житье спокоем и Божьей радостью. Тебе просим. Благослови нас, Пане. Молимся за всех сотрудников службы здоровья, особливо тих, які нам чекали початку, щоб Божа ласка сподорожничала у їхньому ахвярному служінні. Тебе просим. Благослови нас, Пане. Боже, Ты в своей любови послал своего Сына, и Он про свою смерть по одному человеку с тобой. Удели нам ласку, пребывала от счастья и вечной радости в небе, разом с Твоими святыми прос Христа, Пана нашего. Аминь. Сторонка 65. Молитесь, братья и сестры, чтоб мою вашу во-первых принял Бог, а эти зачем? Я, Пан Бог, примя веру с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всякому святому. Пусть могутный Бог, прими ласково дары Твоего народа и учени, как подруженная раз веру и прост, мы досягнули вечное счастье. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И здесь Твои, О гору серця, узносим и Пана. подякуємо Пану, Богу нашому. Годно века и справедливо. Сотроды водного и справедливо, слушно и избавенно, как мы Тебе, Пане, завсюди славили, особливо у битий час, больше урочисто ввящали Твою хвалу, коли Христу обмировали, як наша паса. Бо Он заправное ягнем, и Он узял прахи свету, и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житье про свое из мертвых восстания. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа
а хоры анёлов разом з усіми святыми спевают гимн хвалы, неоспорно усмехающий. Сопруги Божий, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе еще Твою сторону, Бог про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоцию Духа Святого, Ты еще оживляешь и смягчаешь, и неоспорно избираешь народ свой, как буду сходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую отвяру. Тому, уедете с усім костелом, у наисвятейший день, с мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, пред Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти Божию Духа Твоего в этой дары, яким принесли Тебе на ответ, как стали и телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здесь и ответил пятницу. Бо на Твою нож был выдатель, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет». Подобным чином по вечеру взял келих, и подяку Тебе складаючи благословив, подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте его все, бо это есть келих крови мою, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая клятвица веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое возвращение и шагаем Твоего преславления. Пане, вспоминаем же славную муку Твоего Сына, а так само Его чудовное воскресение в небо ушествие, и чекающего другого пристя, подякую складаем Тебе эту живую и святую веру. Узглянь, прочим, на дар Твоего крестён, и прими его, яко веру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, возмозгенные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом, одним Духом. Нехай Він сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и ее бранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Францишком и усими святыми про заступництво яких мы спотеремся на Твою неоступную допомогу. Просим Тебе, Пане, якой эта вера нашего поjednania принесет всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым омазывать веру и любовью Костел Твой, який пилигримуя на земле, со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой.
По добрую, что ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей дошел с этого света, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, к образом с ними, завсюду радоваться Твою хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз яку готоваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, разусе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, сопроводными являемся тому, осмеливаемся сказать. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злого, да ласково супокою дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюду вольны греху, и забывали всяко неспокою, и чекали исполнения счастливой надеи, и прийти сбавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое богатство и мощь и хвала. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, прощим не свержай на грехи наши. Али на веру прещела Твоего, и будь ласкавы, сгодно с Твоей волей, одарите росу покой и верность. Яки живешь и володашь, на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай же Отец будет с вами. И с Духом Твоим. И радайся грешному с нами супокой. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світ, щасливі, окликані на вечеру Його. Пане, я не рад, как Ты пришел мне, а и скажи только слово, и будь осторожна.
Сторонка 20. Молимся. Просим Тебе, Боже, нехай пасхальные сакраменты наполнят наши души лаской, как мы стали годными Твоих даров, вот Ты привел нас на шлях вечного избавления в раз Христа нашего. Аминь. Дякую великий за субботную молитву, за чередование Христового воскрешения. Еще дозвольте имя капуцинам поделиться доброй инициативой в этот час тяжких стрел для общего света и для нашего громадства. Думаю, что нашим невеликим укладом может быть то, как молиться за лекаров, за тех, которые находятся на первой линии обороны. И пробить это с любовью, потому что ризикують в некой ступені власним життям і забирають некую частку щоденності со своей семьей. Тому мы молимся за всех лекаров, с нашей парафии, не с нашей, католиков, таких их ведаем и не ведаем. Конечно, наша самая молитва и на больше справа, коли видим имен этих лекаров. А сегодняшнего дня есть возможность имен этих лекаров называть и писать их на вайбер, але и тут присутных вас, и тех, кто нас глядит через интернет, прошу этот номер прислать только просьбу, не лекаря, а вообще сотрудников службы охраны здоровья, але тільки в тих інтенціях, не всі ті потреби, які ми маємо, во всіх інших речах, то, будь ласка, звертайтеся, звичайно, ладно. Але тільки на номер Вайбера і тільки в цій ініціативі. Поки що плануємо молитися про септембр, а бачимо, як це буде складатися далі. Дякую велике за підтримку. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай благословляє вас усемогутний Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякую вам, Богу. Аллилуйя, аллилуйя. 68. Аллилуйя.
Аминь.